депутаты, приглашенные. Сегодня мы подводим итоги весенней сессии Народного собрания Республики 2017 года. Весенняя сессия объявляется закрытой. Перед депутатами и собравшимся первым выступает спикер парламента Зелимхан Евлоев. В своем докладе он рассказывает о работе, проделанной созывом. Проведено 18 заседаний, 41 совет, принято более 30 законопроектов. Проведены публичные слушания по самым наболевшим вопросам. Особенностью этого периода социально-экономической и политической жизни республики были несколько разных по содержанию, но по-своему знаковых событий. Мы вступили в год 25-летия образования нашей республики, и главой был сделан акцент на том, что мы должны провести весь этот год под эгидой юбилея, продолжив проведение комплекса важных мероприятий по формированию позитивного имиджа республики. Хочу особо выделить определенные главой задачи по сохранению, развитию и популяризации ингушского языка. В этой части Комитет Народного собрания по образованию, культуре и связям с религиозными организациями провел первое заседание на ингушском языке. В целях организации и проведения Года экологии в республике разработан и согласован с Минприроды России план мероприятий. Народным собранием республики не раз, в том числе и в рамках парламентских слушаний, поднимались проблемы качества воды и экологической безопасности. Мы стали свидетелями открытия важных социальных объектов, позволяющих снять социальную напряженность и снизить уровень безработицы. Также Зелимхан Евлоев напомнил о создании молодежного парламента и совета при Народном собрании. Эти организации сформированы для того, чтобы молодежь республики была в гуще всех политических событий региона и принимала непосредственное участие в процессе его развития. Спикер парламента, обращаясь к молодым депутатам, отметил, что ждет от них конкретных шагов по выявлению и решению вопросов, касающихся не только одной молодежи. Задача совета вместе с молодежным парламентом организовать взаимодействие Народного собрания с молодежными общественными организациями, инициативной молодежью республики для обсуждения и оперативного решения вопросов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, поддержки и продвижения значимых проектов, использования потенциала молодежи в интересах республики. Тему о молодых депутатах продолжил и глава региона Юзбек Евкуров. Подчеркнул, что у этих ребят большой фронт работы и что молодежный парламент – это возможность проявить себя и в дальнейшем устроиться на госслужбу. В следующий раз я хотел бы заслушать также отчет руководителя молодежного парламента. Мне было бы интересно послушать, а что они сделали для того, чтобы там идти по вашим стопам или на каких-то этапах, может, даже и опережать некоторые комитеты нашего парламента. Но это, опять же, опыт депутатов молодежного парламента, и им эту ношу нести дальнейшую после нас. Поэтому, конечно, надо и не только заслушивать молодежный парламент, но и заслушивать здесь же и молодежное правительство, тогда, когда большое правительство отчитывается о своей работе. Оценивая работу народных избранников, глава региона также согласился с тем, что составом нового 6-го созыва парламента, который был обновлен более чем наполовину, проделана колоссальная работа. Каждый комитет в своем направлении разработал и рассмотрел необходимые для региона законодательные инициативы. Весенняя сессия Народного собрания проходила знаменательно для республики. Даты, годовщину – это 25 лет со дня образования нашей республики. К своему юбилею мы подошли с хорошими результатами, с значительными достижениями во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. За эти годы последовательно и планомерно создавались и совершенствовались различные сферы деятельности республики, ставшие основой как для развития экономики и социальной базы, так и поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры. За относительно недолгую, но чрезвычайно насыщенную событиями историю республика накопила серьезный опыт правотворческой деятельности. Действующее республиканское законодательство является прочной основой для реализации государственной политики на территории как республики, но при этом надо подчеркнуть, что наши законотворческие инициативы воспринимаются в том числе и в Государственном Думе, и в Федеральном собрании. В завершении встречи глава региона вручил благодарственные грамоты депутатам и отличившимся сотрудникам аппарата Народного собрания. Индира Манкиева, Мэрбек Миржоев, Новости 24.